В Ингушетии планируют перезапустить завод по производству светодиодных ламп в Малгобеке. Этим займется акционерное общество «Технопарк Сердало» и компания «Профлэт Групп». Производство запустят на базе завода сверхярких диодов, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Планируется наладить выпуск до 800 тысяч изделий в год и создание 80 рабочих мест. Реализацию проекта обсудили в ходе встречи Махмуд Али Калиматов и генеральный директор «Профлэт Групп» Дмитрий Клыпин. Предприятие построили в декабре 2016 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии. С октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением. Сейчас на складе технопарка хранится около 2000 единиц готовой продукции на сумму более 3 миллионов рублей. Из-за сложностей в реализации продукции накопилась задолженность. Профлэт Групп работает на рынке энергосервисных проектов с 2016 года. Помимо производства, инвестор обязуется решить вопрос с реализацией ассортимента. Планируется развертывать производство полного цикла. Республика, то есть, должна зарабатывать, чтобы ожило это предприятие, начала работать, приносила прибыль сторонам, которые будут заинтересованы в этом. Мы открыты и будем способствовать и помогать, чтобы те задумки притворить в жизнь. Полная поддержка будет и как главы от себя говорю, и правительство наше обязательно будет в этом направлении работать. 2 компании у нас зашли и на швейную фабрику, сейчас возродили ее, и обувную возродили. Сегодня у нас еще одна компания заходит по строительным материалам. Крупная компания, мы будем способствовать тоже. У нас тут и птицефабрика «Южный», где у нас будет до 5000. На первом этапе, вообще-то 10 тысяч расчет. Поэтому климат инвестиционный у нас положительный на сегодняшний день. И кроме того, те возможности, которые на налоговое послабление в рамках законодательства, мы имеем право и инвесторов идем навстречу. Много у нас есть таких вещей, регулирующих законом в рамках права. Мы эти вещи будем поддерживать.